Это было в 1995 году, в разгар Первой русско-чеченской войны. Я был тогда совсем ребенком. Многое смазано временем, но одна история, словно вырезанная ножом в моей памяти, осталась со мной навсегда. И не только потому, что я был свидетелем этому, а потому, что мой отец, который вез нас в Ингушетию, а сам вернулся назад, позже часто об этой истории рассказывал друзьям, знакомым, соседям с болью и с гордостью. Очередь тянулась от Черноречья до самого Кавказ-поста. Кавказ-пост стоял на рубеже границы Чечня и Ингушетия. Следующий уже был Ингушский пост. Русские взяли город Грозный, и 1000 мирных жителей стояли на автоколоннах, пытаясь пересечь границу Ингушетии. На посту машины останавливали одна за другой. Обыск был тотальный. Багаж, одежда, люди. Но главное — паспорт. Паспорт нельзя было подавать пустым. По памяти скажу, в каждом паспорте должна была лежать купюра стоимостью 10 рублей, а то и больше. Без этого никак. Без денег могли просто вытащить, избить и забрать. А потом родственники должны были бы переплачивать 1000 раз больше за инвалида или за истерзанное мертвое тело. Это было негласное правило, которое знали все. Каждый чеченец и чеченка знали это. Я помню, когда наступила ночь, мы заехали в Урус-Мартан, не остановились у родственников переночевать, а с первыми лучами солнца снова выстроились в колонну. Впереди нас где-то через 2-3 машины стоял наш односельчанин. Я помню, отец еще поздоровался с ним. Мужчина был ничем не примечательный, тише воды, ниже травы. Самый обычный среднестатистический житель нашего села. Ни в чем не выделялся. Ни в одежде, ни в голосе, ни в поступках. А перед машиной нашего односельчанина стояла еще одна чужая, незнакомая машина. В ней была целая семья, просто бегущая из ада. Молодой чеченец за рулем, рядом его старая мать, жена и дети. Ни мы, ни наш односельчанин их не знали, но судьба поставила их впереди нас. Когда колонна двинулась, проверка дошла до них. Солдаты начали обыскивать машину. Одни копались в багажнике, другие рвали сумки, третий листал паспорта. Чеченец стоял молча прямо напротив проверяющего паспорта. И вдруг, словно бы демон вселился в этого солдата, то ли денег не было между паспортами, то ли внешне он не понравился,